Здравствуйте, уважаемые участники мероприятия. Великая Отечественная война от нас все дальше, но нельзя забывать ее героев, людей, благодаря мужеству, смелости, самоотверженности и удивительному военному таланту которых оказалось возможным победить фашизм и вернуть мир всему миру. Один из таких героев – советский снайпер Федор Охлопков. Мы помним имя героя, и хотелось бы сказать, что имя Федора Матвеевича присвоено Кресхальджайской средней общеобразовательной школе Тампонского улуса. Есть улицы, названные именем Героя Советского Союза Федора Охлопкова в городе Якутске, в поселке городского типа Хандыга, в селе Чуркёв. Якутский снайпер считается прототипом главного героя кинофильма «Снайпер Саха» режиссера Никиты Аржакова, снятый в 2010 году к 55-летию Победы. Сценарий написал известный поэт, писатель, драматург Айсен Дайду. О нем написаны стихи, песни, книги. Есть замечательные книги «Сержант без промаха», автор Кустуров Дмитрий Васильевич, «Выстрел во имя Победы» Владимира Ильича Пестерова. И я хочу привести слова Ивана Христофоровича Баграмяна, маршала Советского Союза. «Заверяю вас, дорогие товарищи, именно благодаря подвигам таких, как Федор Охлопков, была достигнута нами победа над германским фашизмом. Таким остался в моей памяти один из выдающихся снайперов Великой Отечественной войны Федор Охлопков. И я искренне рад, что Федора Матвеевича не забывают земляки и делают все для того, чтобы увековечить его славное имя. Маршал Советского Союза Баграмян, Москва, 29 января 1980 года». Вот после такого вступления мне хотелось бы предоставить слово сыну Федора Матвеевича Роману Федоровичу Охлопкову. Пожалуйста, Роман Федорович, преподаватель спецдисциплин Якутского промышленного техникума имени Тараса Гавриловича. Спасибо. Здравствуйте еще раз. Спасибо, что пригласили на такое мероприятие. Как вы знаете, нашего отца, героя Советского Союза Федора Матвеевича Охлопкова, знают все якутяне, вся Россия и даже весь мир. Но, как вы знаете, в основном его знают как снайпер. Но сейчас мы покажем вам видео, полностью рассказывающий о жизни и деятельности до войны, во время войны и после войны наш отец Федор Матвеевич Охлопков. Я хотел бы сказать, у нас семья, очень большая семья, многодетная, 10 детей. И вот в ходе фильма вы посмотрите полное содержание, какая это была семья. Вначале мы, дети, росли все в деревне, Кресхальджайске, село Тампонского улуса. Мы даже не понимали, что такое Герой Советского Союза, наш отец. До 1965 года он еще не был героем. После юбилея 20-летия Победы он стал героем. После этого мы, дети маленькие, не понимали, что наш отец герой. Поэтому у нас никакой гордости, никакого вообще в нашем поведении не было. Мы, деревенские ребята, так и выросли. Потом стеснялись, когда уже старые стали. Ну, после таких множества мероприятий, различных встреч, мы подумали, это не мы, дети его, герои, а наш отец герой. И поэтому мы любую возможность встречи с молодежью, встречи с людьми, нашими земляками не пропускаем, рассказываем про отца. Хотим оставить будущее поколение и вообще народу нашему, всей российской, каким был наш отец, наша семья, наша семья. В мире нет, я делаю сравнение постоянно, в мире нет такой семьи,
где отец герой Советского Союза. Герои Советского Союза дают выдающимся лучшим защитникам Отечества, Родины, семьи, детей своих, земли своей родной. Он защитник. Это история человечества. Отец, мужчина, это и есть защитник очага. Защитник семьи, защитник своего дома, своей жены, своих детей. Мать у нас стала матерью героиней. 10 детей вырос. Союз такой нету в России. Если СССР такой семьи нету, отец герой защитник и мать героина хранительница очага, и который рожает детей и продолжает его рода. Таких семей у нас нет. Ну, примерно я смотрю, например, это герой соцтруда, Сунтарский у нас. И у него тоже детей было около 10, даже больше, по-моему. Таких семей может быть герои труда и многодетная мать, жена. Но почему я говорю, в мире нет такой семьи? Потому что другие народности, имею в виду американские, английские и так далее, у них много детей не бывает, во-первых. Во-вторых, самое главное, почему говорю, герой Советского Союза в Америке такого нету, такого звания. Ну, наверное, у них есть другое отличие, как мужчина-защитник. Свои знаки, свои отличия. Но герой Советского Союза таких в мире нет. Только у нас в России. И вот получается единственная семья. Почему я его в мире знаю? Потому что много после войны своих воспоминаний и авторы книг различных за рубежом, они пишут и делают сравнение. Лучший танкист, который свой подвиг, сколько танков подбил, лучший артиллерист, лучший летчик, 3 говорят, каждый молодец, который совершал таран в небе. Вот таких много. Партизаны, дети, герои, участники войны, совершившие великие подвиги. Зоя Космеянская, разведчик Зелена Зорки, все. А насчет снайперов всегда вспоминают лучших. В мире 5 лучших снайперов по количеству этих сраженных фашистов. Я говорю фашистов, не немцев, а говорю всегда фашистов. Это не люди фашисты. И вот почему я говорю, вот в мире американский японец Генри Сакайда, он в Америке живя, он написал книгу про великих людей Великой Отечественной войны, подвиги которые, начиная с самых лучших маршалов, Рокоссовского, Жукова и так далее. Вот книгу он свои рассказывает. Про танкистов рассказывает, про летчиков-истребителей, 3 героев наших знаменитых летчиков, про партизан, про детей, а про снайперов, про нашего отца рассказывает. Вот он стал знаменитым во всем мире. И вот хотелось бы посмотреть этот наш видеофильм. Если рассказывать это, я могу целыми днями, часами рассказывать, но коротко, полностью я пытался вложить в этой электронной видеофильме. Я сам это делал, презентацию такую. Собрал все материалы отца сжато в виде и хотел показать его жизнь, начиная с первых дней своей жизни, как жил наш отец и наша семья. У нас в семье мой старший брат Николай Федорович, он написал 3 книги про отца. Дмитрий Васильевич 2 книги написал. Мой младший брат 1 книгу про отца написал. Я пытаюсь в электронном виде
И моя мечта в будущем держать связь с библиотекой имени Пушкина, потому что там создают, уже давно работают, создание электронных книг. И хочу эти книги про отца в электронном виде. Сейчас я в интернете замечаю книга Дмитрия Васильевича Кустурова «Атрибут снайпер». И вот эта книга, она напечатана и находится в интернете. Любой может открыть и прочитать. 10 книг у нас есть. И вот эти книги я хотел бы, чтобы в электронном виде было доступно каждому, кто сидит у себя дома за компьютером, за телефоном и мог прочитать. Вот моя мечта. Вот все дети наши от наших семей пытаемся что-то расставить про отца. Это великая семья, великий снайпер. Как Коньяк маршал говорил, Федор Матвеевич Глок, это великий снайпер земли российской. Ну все, спасибо. Если вопросы по ходу будут, пожалуйста, с удовольствием. Федор Матвеевич Охлопков, Герой Советского Союза, депутат Верховного Совета СССР 4-го созыва, отец 10 детей. Федор Матвеевич родился 2 марта 1908 года в селе Альжай Байгантайского улуса Якутской области, ныне Тамбовский район. Он вырос сиротой, когда ему было 7 лет, умерла мать, и через 5 лет умер отец. Его воспитал старший брат, имел образование 3 класса. Довоенная деятельность. В 1929 году он участвовал в проведении земельной реформы. Когда началась коллективизация, Федор Матвеевич в наследие первым организовал товарищество и стал его председателем. В 1932 году по призыву комсомола поехал работать на золотые прииски Алдана. Там работал откатчиком, а затем мотористом на граде. Там же стал ворошиловским стрелком. После возвращения в родной колхоз стал первым механизатором. Многократно удостоился звания ударника труда и в 1936 году стал стахановцем. Федор Охлопков был призван в армию в августе 1941 года. Военную подготовку прошел на станции Мальта Якутской области. На передовом фронте войну начал с 12 декабря 1941 года. Первые 8 месяцев войны воевал в качестве автоматчика и пулеметчика. В одном бою из пулемета уничтожил 27 фрицев. Во время обороны и отражения атаки врага ему, как меткому стрелку и опытному, хладнокровному и смелому бойцу, командиру выдавали пулемет, а во время атаки его ставили между стыками отделений взводов с автоматом ППШ, которых в первые годы войны на вооружении войск было очень мало. Однажды в штабе один из командующих генералов в конце войны спросил у Федора, сколько он уничтожил врага в действительности, не только как снайпер. Он ответил, 700-800, наверное, не считал их. Об этом рассказывали по телеканалу «Звезда» в 60-летия Победы. Однажды снайперу приказали снять пулеметный расчет врага. После 2 выстрелов в немецкий пулемет «Заму» были подстрелены 2 номера пулеметного расчета. Командир в радости крикнул: «Запишите Охлопкову двоих». Но Федор Матвеевич не согласился и сказал, что второй немец после выстрела громко кричал. Это вошло в эпизод фильма «Снайпер Сахар», собравший сложный образ якутского снайпера. Плакат, выпущенный издательством газеты «Защитник Отечества» в апреле 1944 года. Автор стихотворения «Слава снайперу» Сергей Барин, советский поэт, в годы войны служивший корреспондентом армейской газеты. В архиве Министерства обороны СССР и в отделе периодики Государственной библиотеки имени Ленина в Москве хранятся свыше 100 информации, заметок, очерков и других материалов о Федоре Матвеевиче Охлопкове, напечатанных в годы войны. Во время войны была выпущена брошюра «Памятка снайпера» о снайперском опыте Охлопкова. Боевые награды Федора Матвеевича Охлопкова.
2 ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны второй степени, орден Красного Знамени, медаль за отвагу. Был представлен к награждению званием Героя Советского Союза 7 июня 1944 года. Также награжден медалью за победу над Германией и знаком снайпера. Из Якутии десятки тысяч воинов остались навечно на поле боя. Из числа живых, вернувшихся на родину в родную Якутию с победой, с 5 боевыми наградами были всего 3. Семен Климонтов, Дмитрий Алонов и Федор Охлопков. Федор Матвеевич за годы войны получил 12 пулевых и осколочных ранений. Трижды был контужен. Последнее сквозное ранение в грудь он получил 23 июня 1944 года. В годы войны об Охлопкове говорили: сержант без промаха, взятый на прицел Охлопкова немец, мертвый немец. В армейских газетах его называли мастер огня, грозный мститель, мастер наступления, вожак снайперов в атаках, бесстрашный коммунист. Во время службы в Москве Федор Охлопков участвовал в параде Победы в июне 1945 года на Красной площади в составе сводного батальона войск Первого Прибалтийского фронта, который вел командующий фронтом генерал армии Баграмян. На этом историческом параде Победы приняли участие 14 воинов-якутян, фронтовиков-орденоносцев. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года за образцовое выполнение боевых заданий, командования и проявленный при этом отвагу и героизм ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Встреча Героев Советского Союза, снайпера Охлопкова Федора Матвеевича и командира первого батальона капитана Баранова Ивана Егоровича, город Смоленск, 1966 год. Юбилейный концерт в родном селе Крест-Альжай Тамбовского района, 1965 год. 2 прославленных сына из одного района, 2 друга, полный кавалер орденов славы Петров Ананий и Герой Советского Союза Охлопков Федор. Указом президента Республики Саха-Якутия Вячеслава Анатольевича Шкырова от 19 августа 2002 года в Крест-Альжайской средней школе Тамбовского района было присвоено имя Героя Охлопкова.
американец японского происхождения, написал книгу о самых прославленных героях Великой Отечественной войны. В число героев книги вошли маршал Жуков, Рокоссовский, генерал Чуйков, летчик, трижды Герой СССР Покрышкин, разведчик Рихард Зоргий и другие. Про Хлопкова написана целая статья с 3 фотографиями, и на обложке книги напечатана другая фотография Федора Матвеевича. Оценка военачальников после войны. Федор Хлопков – истинный представитель трудового народа. Прибыв на фронт в декабре 1941 года, мужественно воевал против гитлеровских полчищ. 8 месяцев сражался как пулеметчик и автоматчик, был в самых жестоких боях, вступал в рукопашный бой, ходил в разведку. Как пулеметчик и автоматчик уничтожил не одну сотню врагов, как разведчик привел более десятка языков. Это был редкий мастер меткого огня, который действовал с одинаковым успехом и в обороне, и в наступлении. Маршал Советского Союза Баграмян. Великий снайпер земли российской. Маршал Советского Союза Конев. После демобилизации Федор Матвеевич Хлопков сразу активно включился в созидательный труд. В 1946 году был избран депутатом Верховного Совета СССР 4-го созыва. Его двоюродная сестра, дочь старшего брата Федора Матвеевича Первого, стала депутатом Верховного Совета 5-го созыва, а внук младшей сестры Марии был избран депутатом Илкумен Республики Саха-Якутия. Семья, где муж и жена, семейный союз двух героев. Герой Советского Союза, высшее звание отца-защитника Отечества, и матери-героини, высшее звание матери, хранительницы семейного очага и продолжателя рода. Как известно, единственная семья во всем Советском Союзе, а следовательно и во всем мире. Bittire. Onda kiriyat kalacağına tere bitirmin. Onda kiriyat kalacağı ortoş komutanını bitirmitim. Olen bu okulu kaptar simyalarını şöyle bilelim. Aymaktar bar olur bütün görge. Onun ulustanın yollarları tekinler. Olen atan oskola yerinden cemin. Bu yolları da kurutun körübün ağları. Yüle kamdas keyte kurutun traktında kındır bulayçı. Bu oğlan bula bitiriz kudu gelme oğlar. Ondan banyanır bile bilmin. Banya bırakın gitti bir görüm de. Bakın o git. Olen kendi şöyle onu ulapı kendi tanıyı Allah'a kendi ki. Bilmem de. Nikolay daha. Ona oskola gelen atan tok. Uğrardı kapçirdi. Beşkan altıskan dur. Yürüne her takpı kadehirleş bütün doğuna gelen kapçabite. Ona da kahvet müres katın. Seriler tanol dokuz yüzlerce katak. Böyle onu göndermedi. Onu bir kırada hırtar bir tolak bol koyan istiyor bit. Toka kene uçuta giroy bulmadı gede. Şurbe hım bolamara kendi gede. Kusturap durur sütünden ekleti gittin onun. Giroy bol butanyagdan oraya molakan sabiti vallahi. Yürü kötü kürtüğünün. Parakotkanın Stüdyenleri demek tutturdu tarih bir gün nerede bitti baktı. Yani tabi simyaları çözdük bile binecek kayıp. Ona bayılırken 3 yılı bu yasa beğenmedik bin. O gün 3 yılı bu yasa soğan öğrendik dağıldım. Hatta on tüyatırı olantan edeyim. Seriye kıttı bitti.
Учуталым барыты Петр Михайлович Колоденников. Олоннан сурибитим түйет өрені хүрдім орсайнан. Онда Федор Охлоковтуның не. Өре хүрбитим ол өрені кіманна көрім. Максимова Надежда Фанатьевна деммин. Ben veteran врачпын. Түйеден ağız olutun. Медицина арас оғла көрбіртігер. Солус палатағым дей. Оны чәрі отыбын, састақ ейбін. Керет қанжайлары көрсем тарытчеден кәлбітім даны. Кімді кәлбәтек қомы yok ейін. Bu ырылар бұны школа 3 возрастың ұрғаны лылар. Ветерандар бәлістірігін. Хеттон түйетті ұры. Только бұны ота түйерітегінері кәріққан. Bir ürene toqqa tüyürələr, tığınca koyga. İnən 3 sılı bığa soyan. Slava Bogu bu. Bes eğer tahar bıtım. Dıka Kolokowska prezentatsiyon bıtım. Alton çekeye kelbite. Şu sıra toqta. Alton üstükene kelbitçen varlar yer. Tüngüp bitim. Manna be. Он без страницы выглядит. Герой Охлоповка. Максимова Алданатова мелодия. Дойдутун көмүскүр сериге бар бұта, эдеркен түйедер бет жөннің қалғарал. Вот сулус ордерна, әгелен кәлбіте, Советский Союз бұт героя болды. Испаққы ұтылыр, снайпер дебердер, сойылыр шанларыр, соғытчы қортынлық. Қанымсақ пашығы, қарса соқ күдейер, қатқарды айтын қамсақпат қаптатар. Üstəgə öndəpdir. Ölürər, öhürər. Önəgəy ürdətə üstəgə. Maaş ötürlər. Bu nəhə beyti qatqata var. Bayağı bu. Kana yerde kana ola bu kutu. Пока интервью, а он передает вопрос на Так, Ильенко, да? Так, 10 июня 1961 года в газете «Социалистическое Якутия» вышла статья Федора Матвеевича Охлопкова, которая называется «Слово молодых». И я просто хочу зачитать отрывок из этой статьи, потому что в этом году в нашей республике глава республики объявил годом труда. И вот пишет, значит, Федор Матвеевич. Любовь к труду – самое необходимое для человека качество. Труд закаливает нас, делает выносливыми, дисциплинированными, полезными для общества. Молодежь всегда жила и живет интересами своего народа, своей родины. Любите труд, уважайте людей труда, тогда наша жизнь будет интересной, полезной для людей. Вот такие замечательные слова, которые он написал для молодежи. И сейчас мы хотели бы посмотреть видео, где ученица Саракарийской школы читает стихотворение Сергея Баренца «Слава снайперу». Это оригинал. Ага. Вот, пожалуйста, включите нам видео стихотворения Сергея Баренца, военный корреспондент, советский поэт Сергей Баренц. Годы войны. Ага. Стихотворение вышло в газете «Защитник Отечества» в апреле 1944 года. Это фронтовая газета. 44 году.
Так, вот видеофильм. Сейчас. И как я читала тоже, когда готовилась к мероприятию, самый такой человек, о котором много писали, именно снайпер, именно из Якутии, можно сказать, да, был именно Федор Матвеевич. Нет. Чтобы красавица настала наш край свободный, и жизнь явилась песней двумя, и вспомнил далеких путей холодных, совершенный путь на линии одна, Сергей Павел, Советский Союз. Спасибо, что молодежь будет знать, будет читать, знать, кто такой был Федор Матвеевич Охлопков. Так, и теперь я хотела бы предоставить слово Анне Ивановне Гоголевой, известному писателю, сотруднику научного сотруднику нашего литературного музея. Пожалуйста, она подготовила нам очень интересную лекцию про Федора Матвеевича. Любовь к труду, навыки, которые он получил в детстве, все это очень пригодилось Федору Матвеевичу на войне. Помогло ему стать защитником своей большой родины, России. 1941 год. Ничто не предвещало таких вот страшных событий. И вдруг, как гром среди ясного неба, началась война. Родина-мать призвала своих воинов, своих сыновей защищать Отечество. И вся страна стала на защиту Родины. Из Якутии многие ушли на фронт. Более 62 тысяч якутян сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Вместе с бойцами из разных уголков нашей многонациональной страны. Они с честью выполняли свой долг. И среди них Федор Охлопков из далекой таежной глубинки. Его путь начался в декабре 1941 года, когда шла битва под Москвой. Он был призван в армию в августе 1941 года после подготовки на станции Мальта Иркутской области. Для него первые бои были тяжелым испытанием. В бою под Даниловском потерял тысячи однополчан, в том числе своего друга и земляка Михаила Семеновича Попова. А через полмесяца погиб его двоюродный брат Василий Дмитриевич Охлопков. Смерть брата его потрясла, он не мог забыть этого. Она называла к решимости отомстить к врагу. В тот день, когда погиб брат, он уничтожил 27 фашистов. Он воевал, а в груди его билось за брата, за друзей, за близких, за родину. Воевал как пулеметчик на Калининском направлении. Его дивизия в течение первого месяца действовала в составе 29-й, а затем 31-й армии. О его боевом пути написаны книги. Одну из них я хотела бы сейчас представить. Это книга Дмитрия Кустурова «Сержант без промаха» с предисловием маршала Советского Союза Баграмяна. Федор Охлопков – истинный представитель трудового народа. 8 месяцев сражался как пулеметчик и автоматчик. Уничтожил не одну сотню врагов. Был в самых жестоких боях. Вступал в рукопашный бой. Ходил в разведку, привел более десятка языков. В огне сражений летом 1942 года стал коммунистом. Сочетал в себе лучшие качества северянина-охотника и воина-коммуниста. В октябре 1942 года прославился как снайпер. Его отличали выносливость и хладнокровие, выдержка и самообладание, честность и благородство. Он отдавал все силы защите Родины, преданности делу партии. Наряду с винтовкой владел всеми видами стрелкового оружия, противотанковым ружьем, минометом. Его стали называть сержантом без промаха, признанным вожаком. Это был редкостный мастер меткого огня.
который действовал с успехом и в обороне, и в наступлении. На фронте он дал клятву бить фашистов, пока не вышибем до единого. Он, как коммунист, откликался на все важные события жизни фронта. Уже будучи снайпером, в мае 1944 года стал одним из зачинателей большого патриотического движения воинов Первого Прибалтийского фронта. Это движение развернулось как отклик на призыв сестры милосердия Зины Туснолобовой Марченко. Ее чуть ли не до смерти избил фашист, искалечил, но она выжила и продолжала бороться с ним силой слова, с насилок призывала бойцов отомстить за нее. Выступала перед рабочими заводов Урала. И движение это среди снайперов фронта началось именно с обращения Хлопкова и его боевых друзей, напечатанного в фронтовой газете «Вперед на врага». В бою он понял важные вещи. Как бы ни жестока была война, сколько бы опасностей ни таила, это та же жизнь, та же работа, только в тяжелейших, смертельных условиях. Боец мало что может в одиночку, один в поле не воин, только общими усилиями, как велит армейская дисциплина и выполняя приказы командира, можно многого добиться. Когда его направили в снайперскую группу, он с новой силой бьется с врагом, постигая жизнь искусства снайпера, сознавая, что смертельная опасность нависла над людьми советского народа. В боях в тылу воевала вся страна. В такой войне нельзя поддаваться чувствам, надо иметь крепкие нервы и холодную голову. Жизнь на передовой для солдата всегда испытание и повседневная работа. От пуль может укрыть лишь окоп, а его надо вырыть, несмотря на усталость. Надо вырыть окоп, это спасет тебя от верной смерти. Он в боях приобретал опыт и щедро делился с ним, с новичками. Он говорил, фашиста можно победить, он вовсе не храбрый, ведь он пришел сюда грабить, потому как всякий разбойник смерти боится пуще всего. Окажи ему сопротивление, и он убежит. Фашист не только вояка и разбойник, он и убийца. От него можно избавиться, только вытравливая смерть смертью, другого пути нет. Он, куда бы ни ступала его нога, убивает и уничтожает, и все опустошает. Его рука снайпера – это жизнь его родных, его родной страны. Ему надо научиться борьбе за выживание, безошибочно угадывать, когда и чего ему следует опасаться. Тут должно срабатывать какое-то внутреннее чутье, которое у него было очень развито, как охотника. В этом также пригодились навыки его труда и работы в своем родном крае и как охотника. Для воина родной край Якутии здесь. Он говорил, что моя Якутия – это здесь. Здесь он вместе со всеми защищает ее честь. Он говорил, что как коммунист должен быть лучшим бойцом, и пока бьется сердце, будет беспощадно бить врага. И даже мертвые вражеские пули остановлю я сердцем, как броня. А самая страшная была битва под Ржевом в августе 1942 года. Об этом говорили писатели Илья Оренбург, Борис Болевой. Тогда был военный городок разрушен до последнего кирпичика. Из многотысячного населения осталось всего 362 человека. И вот в этом огненном пекле он был. Воевал и как автоматчик, и как командир отделения. Здесь же он стал на путь профессионального снайпера. Для снайпера очень важно умение чувствовать опасность, сноровка, интуиция и опыт, искусство быстрой стрельбы. Недаром генерал Шабалов говорил, снайперы – наша гордость, наш щит, наша надежда. Фронт – это огненный полигон, где решается вопрос жизни и смерти каждого человека и всего Советского Союза. Снайпер – тот, кто умеет бить врага. Снайпер может и должен стать любой, кто с лютой ненавистью, не считая ни с усталостями, ни зимней стужей и летним зноем, пьет врага много и наповал.
снайперское движение должно стать массовым. Уничтожить как можно больше врага – вот что важно. И Федор Охлопков защищал родину жизнь. О нем писали газеты, как о бесстрашном воине на войне. И очень важно, чтобы рядом был тот, кто умеет стрелять метко, учить этому других, а те, чтобы передавали другим. Это и есть массовое снайперское движение. Его дважды предоставляют наградам к ордену Красной Звезды, и командиры в письмах к его землякам пишут о нем с гордостью и просят широко освещать его подвиги, как патриота нашей Родины и настоящего героя. Бойцы понимали значимость снайперов, от их искусства зависели жизни бойцов. А он передавал свой опыт другим. Важное было и то, что рядом были бойцы, жизни которых он спасал и которые спасали его жизнь, ведь на войне бывает всякого. О нем ходили легенды, что он стрелок с кошачьими глазами, в темноте стреляет так же хорошо, как днем. Он никому не был обузой на фронте, наоборот, все премудрости солдатской жизни изучил. Умел переносить и холод, и усталость, лишения, и тяготы, и тем спасаешь и себя, опасности избежишь, только идя ей навстречу. Не дай увиливать от нее ни себе, ни другим, так он говорил, и всегда оставал одним из первых в боях. В газете «Защитник Отечества» 1944 года, 22 апреля, появились такие строки. Спросите у снайпера Якута Охлопкова, почему он так ненавидит фашистов, и он ответит, потому что желаю видеть Россию счастливой. Он откликался на все важнейшие события фронта. Вместе с друзьями Кванчадирадзе, Смоленским, Ганшиным явился зачинателем большого патриотического движения снайперов Второго Прибалтийского фронта, когда девушка-боец, искалеченная фашистом Зина Тоснолобова, перенесшая 9 операций, призвала бойцов к мщению. «Мстите, товарищ, за горе и муки Зины, за русских девушек, за их погубленную молодость. Не давайте покоя врагу ни минуты». И он стал признанным вожаком снайперов фронта. Он отличался честностью, благородством, подчеркивали его друзья, отдавал все силы защите Родины, не боялся трудностей, тяжкий труд, лишение солдатской жизни – все было для него нипочем. Он был в самых жестоких боях, в рукопашных схватках, ходил в разведку. Его отличали такие качества русского воина, как честность, благородство, отвага, готовность отдать все силы ради успеха в бою. Таков национальный герой Якутии и всей России. А после войны, когда вернулся домой, взялся за восстановление хозяйства, строительство новой жизни, сделал много добрых дел, как депутат Верховного Совета, умел говорить, потому что хорошо знал нужды рабочих, своих избирателей, их жизнь. О нем говорили: Охлопков – человек дела, большой благородной души и слова. И слова его все как-то по душе, по нутру рабочего человека. А когда уже не мог занимать руководящую должность, он стал охотником, создал большую семью. Анна Николаевна, его супруга, в 1964 году была награждена орденом «Материнская слава» первой степени. И дети их, среди которых сын его, стали героями, детьми героя и матери героини. Петр Матвеевич и на пенсии продолжал большую общественную деятельность, вел большую воспитательную работу среди молодого поколения. То, что он защищал в годы войны, в мирное время он укреплял и развивал вместе со всеми, как передовой производственник, депутат высшего законодательного органа страны, пропагандист боевых трудовых традиций, друг и наставник молодежи. На всех участках на войне и в мирной жизни он отдавал этому все свои силы. Общие интересы людей труда были у него на первом месте. Он говорил также, что для него большое значение имело детство, потому что именно в эти годы складывается характер человека,
будущего тружника-борца. Неоспоримо, подчеркивал Федор Матвеевич, что труд и война несовместимы. Труд созидает, а война разрушает. Но тот, кто любит труд, тому и на войне легко. Так пуля врага быстрее настигает того, кто после трудных боев поленился вырыть для себя окоп. Любовь к труду – самое необходимое человеческое качество. Труд закаляет нас, делает выносливыми, дисциплинированными, полезными для общества. Меня выручало и честно, добросовестное выполнение долга. Это именно то, что помогало выходить живым с полей сражений. И он, когда вступил в партию, дал клятву верно служить Родине и всегда стремился быть ей верным. И спасало также то, что рядом были верные товарищи, люди из разных народов, бойцы. Они спасали друг друга от смерти. Сильна солдатская дружба, сильна готовностью каждого в любую минуту прийти на помощь другу. Сильна потому, что на фронте защищали жизнь и труд. Труд укрепляет нашу дружбу и в мирные дни. Вот его слова были такие. Любой человек, где бы ему суждено было родиться, появляется на этот свет, чтобы жить, трудиться и бороться достойно. И он достойно трудился и воевал за достойную жизнь. Он просто и достойно сумел выстоять до конца за свою родину, и этому посвятил свою жизнь. Слава герою, труженику, славному воину. И мы передаем слово его сыну. Спасибо. Так, я немножко добавлю. Зинаида Туснолова. Можно, конечно. Менгалдантан оны кирес калжайтын. Түйет ол түйет кыз. Ол егер жига гават мен ем бар еді. Мен ем очо тауым оны аңсыры тастақ. Оны баланатын түйедер балана ғайыр қылаға. Алдаңа көміс қостағыр. Очеріп атынан шақтаға незаметіне пөсілікті. Оны балана тоқ. Бәсейін отты тоқ қондалар. Мұрдовой прохотнан, олгана маран, мұрдовой прохоттыра кірітің баран-баран ұтуен қалан тоқтыр. Чардан олыра қалыр. Инен ақантаныры кырақытчылақтың лотқа туаспықтыр. Оны против течения олады. Просто оныры көңілік аянланнар сентябр тұтылар нехизети біттір. Таныстырап батальонан дәрбатчықтан коргүйен өзеттеріндер. Ақтыта бар да. Ақтыйтан бақтық тоқатық бұтыды. Қағаттарға да тақыты қоты болуызға бар еді. Федор кім еуырап бұрыр еді. Бейіне бітерінен келен жігіті. Әлбақты бәчәттім еді. Ол бейе қабалдыры. Алданғы өлетін туынан, қайдақ бар бұтын Да, туынан. да. Ары интереді. Аркемне документ бұл оқана. Оны кімді білбеді. Бүрен аты телефон үтін не қамелерін. Онда боланы ол тоқ. 3 жыл өлелен баран мен еміті тоққа ол. Ейеға туынан, алтын самолет туынан. Мен алдатта керес қайдақы таққа бір ұры еледі. Да, да, татты түмді. Кересін компоны күтті. Табиян үшіллақта татты ұлы өрәктен томпаға Олар білді. инне. Олен чебен. Керес қадай меңалдан сайды сағыл. Оны қал әт ол. Ауыз туына кепсені алданғы хеджі бітер екен. Бітті оны. Оты ол қағаттан бірес кәнеңін егіл бәтін кетті. Қайда хеджі бітер. Қияққа барым, бұратым kopyalan bir bitir. Onu olan ol. İyem 3 yıl önceden beri iyem tur. Udarnik olduk.
Onu olana teплый баченька белертебиттер. Onu просто ел бутсага бербитимде. То 3 yıl dogodырын толрымрын. Төннен кәдбиттер тақалла теплый дем. Дальше халымда bir konu sevit. Владислав Афанасьевна даже. Onu olana oldu. Иван Федорович. Киндер ото шахтаттырнан иктугунан тачканан бортан. Onu tayvara kamda. Я ол бир Onu ol baca dengen. кесчиң Şartlattan üye tanrı gallara koyuyorum. Mustafa dediğince bitti. Onu bir yuvurtu. Eder bolama başçı çözdü başkanlar bitirmiş. Tiyen berenler oldu. Олагана амбаттагы комсомолка. По призыву комсомола России по кабрам, алдан коммигар удани. Yani просто tiyer bir ağam oldu. Yine ne hakkılar yürüyorlar. Tüye bir tane on tuğsa bir. Онтон буламыт ол акыр таарымыт эсе алдан курата актив экендер кендер историялар музейлер Ne экендер. ne. Onun bastan tiye bitiren sahan olsun bitir. Sahan olsunlar olan kaçılanlar. Kaçılanlar tağa sapatlarında. Arı çekiyor. Topa tağa sıra. Üç anara iyi bırakırlar. Ona protik tişeni. Dia o teri gewarar ini maktinan dari hintungu prизив kabar buconna on hatikelenler. Öteki ödediler. Ne. Aldan dari hitu orang merenda ke pamparitte. Bagi belum dekat apa? On tüyetmiş. Toz sonra Nerede o kilometre. nereye ama? Bir Ben aralık kama korkuz apa? bir. Öteki ödediler. Oyun oldu. Şeyinen tutup gördüm. Ini Onu masih nanda ini kita jurang. büyüver boldan çok kolumlar diyorum. Sırkılakla koltuğum. Şeyinen. Bir karavalon diye Telepon bu telefon mat kemudian. Sertçe bakıyorlar. Min bulan te bu itu kan makta itu kepsian ini hindu. Ini jine itu tu waktu nak kita sekarang. Waktu nak menikah sana. Itu kini yang baru kata kata. Jine itu tu semua wajan itu hari kan itu biha kau hari itu picit dengan beraji kita. Itu auto nokta. Oh berharap na itu jine itu tu semua wajan cuci ni kucing. Oh kucing itu bagian ikini tu mau ikat apa? Mau kerja tak sahaja. Oni ikhalah lagi ini kita. Oni kait terbut operasi. Oh kait terang urus kanu kumangan ada tu pertama. Itu kamu. Oni kelas sekolah kamat lalu. Oh histori tak kait darjin. Jadi boleh dulu dengar jenera tak kalau dengar oni ni macam pasal tak kalau jauh betul kerja dengar oni dia macam tercuri. Oh beri mana macam tak kalau. Oh tu ni macam tercuri kalau ni yang nurut. Oh tu kena dia tak tahu nurut tercuri tak kalau. Hari ni ada udah kiri berjalan. Oh nurut tak terna babu cender nyetrannya pelasa kalang. Oh kabu cender nyetran ere dia tak kau tu jauh kemudian ber. Oh barang babu cender berarti berbahasa hidup kata hari. Hidup ke. Oh nurut tanah atas nari atas. Oh lah seperti kisah berang. Atau biarlah cuci yang ber. Oh biar cuma ter atau kalau nak kita kena jodoh kami aja. Untuk biar cuma kena bukti saja belakang. Terus cuci yang ber. Ni mesti kena. Oh ni biar sesuatu ni mesti bataan yang kau bisa. Miat sestrama mirna ta magic kisah ter. Itu orang tak. Oh kisah pun ada. Jangan kena kamsil. Oh kamsil apa tu koraman. Bahkan dia orang buku utaran lah. Kita kalau bintu kalau orang periksa nanti iktirin tohtar, mana berusaha tohtarnya, atau ni tohtarnya. Bu bahar bu müşkil kok melekat ini. Onun orientin nak agar nak atam ni. Onun öyle itu, tohtarnya. Onun tampaknya behica mete mek tiada hazimle atak dulu. Kad o barang ni kau biteru, dia sistem. Ho kamsih, tunna. Onun taharap. Onun taharap kan وانت قابراسية ما قلت بتقدر حلي بتقدر أرجع له وهذا أنا وأنا توقع جورناليست كذا بوليتيكا توقي ده إركام بوليتيكا توقي نيمستر كوهان نرن كدره خلت برياتش له بريان جورناليستات وهو بريان نرمنا كويس كجورن كوريا
Мен тус проекттерин шүтігерденде. Оны истенлер тоқпар құрада войск бартагетчиктер. Туспа прилетараны. За муки и это страдания Зинаиду Туснова. Давайте начнем новый счет сбитых самолетов. Танки тоже самое, артиллеристы тоже самое, пехотинцы. Он тот сам Петерка прома. Иранеры могут такой белый прилетар. Он кинул, начинает дополнительный двойной счет. Бедный счет обратно. Он за месяц Зинаиду Туснова. Ну куда ангал, битте хери, битте. Он там герой был, алкоголь без суда. Он на хери специально был. По местам был легкий. И ты под Тверь, под Москвой, жрет. Жрет, кстати, жрет немного не купила. Это же страшная мясорубка. Вот, ну ты такие гиремен, дески тахар, тот туры, диалек, а такая гиремен. Он дивизию на холбе, а ты дивизия, имен на кире. То же самое. Мясорубка дивер. Он нам на кейке или без этого хабарата куркуи. Эти жрет на римарндер. Он и жрет кабарагит. Он барагил побылана глава города Ржева Косюта. Он алле герой, который. Именно герои, которые защищали от Московья, он на Ржев-Курок бедит. Он маршал, генералы, рядовые и так далее, которые стали героями Советского Союза именно при этих сражениях. Он там барамы Косяев, когда кабартом Курамарна белым ту на трубе. Именно аллея героев в городе Ржеве там есть. Белый он нарисован. Тверь Колокка. Более много Тверь Колокка в городе Тверь ежегодно проводится соревнования по масс-рестлингу, который Россия не знала. Именно наши виды спорта. Рестлинг через 2-3 года проводятся российские соревнования по масс-рестлингу в городе Тверь. Он не kita berhaji. Tadi cuma anak tapi demi berhaji. Еще по этой Поклонной горе, в городе Москве, он герой раз прибегал вот так вот. Московец защищал, первые бои Москвы. Там не было счет от на так, на такое там было. Все открыто, до Москвы все почти открыто. Ни одного человека не хватало. Полностью там уничтожение всех. Вся и всех. Все живое. Вот такой войне. Первые самые страшные бои. Конец, зима 41-го и начало 42-го. А потом только научились воевать. Танками, самолетами, техникой, артиллерией, катюшей. А до этого просто стыки вперед. Танки шли, у нас винтовка и то 5 патронов. И так далее. Вот такие войны. Поэтому вот Ржеве знают, Россия знает, Москва знает, героев Хлопоти, он защищал. Тоже там был среди всех этих защитников. Миллион человек погибло в этой Ржеве. Вот так. И хотел бы Зинаиду. Но еще история. Когда встретились, они вместе фотографировали, что фотографии. Сейчас я в интернете нашел. И там родственники Зинаиды Тустовой. До войны какая она красавица была. И этот, какого. С отцом встретились, они еще не знают. Какого? Внуки, правнуки. Когда встретились, она рассказывала. Еще до войны, до начала войны, они в школе учились. И у него один парень, который за ним на танцах бегал, постоянно ухаживал. А потом, как война, они оба ушли на фронт. Она вместе с сестрой, он на пехотинце. После войны, то есть этот его кавалер узнал о трагедии своей любимой девушки на фронте, в другом направлении. А женщина, девушка, это Зина, она после получения таких страшных ранений в госпиталях. И через газету он узнал. А потом, после войны, когда победа была, он же вернулся и нашел ее.
в каком госпитале лишь. Но Зина не приняла. Сказала, меня нет, и я мертвый. Но наяву, когда зашел, он выгонял любыми способами. И вот он рассказывал, Марченко это. Выходил через дверь обратно и через окно заходил. Вот так. И потом они долго-долго так мучился этот Марченко. А потом они поженились. Даже у них детей. Вот так. Школьная любовь, первая любовь. Вот так. Вот это рассказывает. Это тоже для воспитательных целей, чтобы в школах рассказывали. Вот так. Вот это Зинаида Тусунова. Много лет тому назад «Зеленая Брама» называется, роман газет. Не надо мне микрофон, у меня голос громкий. Ага. И вот там воспоминания Евгения Долматовского, поэта, писателя Долматовского, когда переходили вот это через Потом и он пишет: смекалистый якутти, набил сеном мешки и замотал вот эти копыта лошадей. И благодаря тому лошади не проваливались в стену. Вот олоной дянкельдемити, смекалистый якутти. Оны текелер эти тохтарын тахалларыга пушкаларын атынан тахаллар ди. И вот олоной чуй баты вот это. Ну вот еще дальше я не помню, это было, я давно читал роман газету. Я вспомнила сейчас, вот. Как фамилия это? Роман газета «Брамадин», «Зеленая Брамадин», Евгений Долматовский. Воспоминания его. Долматовский. Спасибо, Евгений Долматовский. Мой земляк. И, как говорится, вместе работали учителями. Прокопий Прокопьевич тут присутствует. Это я. Друг детства. Вместе в школе работали учителями. У меня вопрос. Какие качества воспитывал вас отец? Ну, вопрос поступил. Прокопий. Я отвечу, хорошо? Вопрос задали. Какой вопрос? Какие качества воспитывал отец нам? Я помню, с малых лет мы работали все. И на сенокосе, и дрова готовили, и лед таскали. Я помню, маленький был. И у отца была лошадь. И взял эту лошадку, сам запряг, и поехал 3 километра на берегу реки Алда. И там это готовый отец, который взял лед, вытащил и так положил на берегу. Я поехал с опорот с лошадкой и еле их вытолкнул на это. То есть он нас воспитывал все. Все семейные работы нас делились. У нас список дежурства в доме. Все такие маленькие. Девушка, значит, ты после завтрака посуду моешь. А старшая дочь готовишь ужин в это время. Мальчики дрова пить не дружбы даже бензопилы и так далее. Вручную пили. Дружба два называли. Любя. И кололи сами. И еще снег сколько точили. Нет водоснабжения. И на печку вот такие большие лопасти уложили и готовили воду. И так далее, и так далее. Все. То есть отец всегда воспитывал труд. С малых лет, кто вырастет, чуть-чуть стал на ноги, грабли в руки и вперед. С отцом вместе ходили на сенокос. Целое лето. Вот так. То есть воспитывал трудом. Любовь к труду. И любовь к любому старшему человеку. Как это в других народностях особенно есть. Это горцы, это аняды, это буряты. Все казахи, они всегда в любом народе старшее поколение любви. В советское время уважали всех
старший. Все, молчи. Ты прав, не прав, молчи. Старший человек сказал. Все. Вот так воспитывал уважение к старшим, уважение к труду, и особенно уважали именно тех, которые днем и ночью трудились. Просто люди. У нас не было понятия такого, кто-то начальник, кто-то там правительство, мы не понимали. Мы на его видели прямо в деревне, кто работает, кто ходит. Вот доярка, она передовица, сколько 1000 килограмм доит. Вот это да. Охотник, орденоносец, тоже мы уважали. Спасибо. А какие заветы оставил вам отец? Ну, завета не было, но, как вы сейчас все рассказали, совет молодым. И еще на Красное Знамя, районная газета, годы советской власти это было, где-то 70-е, 70-е, 80-е годы прошлого века. И вот мать написала как завещание, как это для молодежи, молодым девушкам. Рожайте детей, любите детей. Вырастить надо их так, чтобы они любили труд и всегда были нужными своей родине. То же самое похоже на отцовское, но материнское направление женщин, девушкам. И поэтому у нас получилось после смерти матери, отца и так далее, вот когда мы вырастили, готовый материал отца и матери обращения к молодежи. Есть вырезки газет, там есть все. И книги написано. Еще есть вопросы? Хотели задать вопрос? Угодно ходить такое. Сведения ребят, угодно ходить. У меня YouTube каналда, у нас все записывается на YouTube канал. Хотел вам задать вопрос. Пожалуйста. Это тоже история. У нас 10 детей, 18 внуков было. И еще дали уже несколько десятков правнуков. Да? И я, когда учился в школе, отличник учебы был, в Крыму, в Ялте отдыхал. Потом один приехал, и на следующий год в военкомат подошли, взяли меня, даже не спросили, и отправили в воинскую часть, военное училище. 8-классник после 7 класса. Суворовское училище отправили. Уссурийск. И с Якутии взяли там еще 4 или 5. И все мы поехали. Вот 5 человек молодых. И из них один детдом весь был, русский. Тоже школьник. И меня почему отправили, наверное, хотели как, чтобы в семье был один военный. И поехали их по учебе, как по возрасту, как раз я подходил. И когда приехали, мы экзамены начали сдавать. Я все экзамены на пятерку сдал. Математика, я в школе постоянно отличник. В школе хорошо учился, училище красным дипломом, университет одни 5. И вот медосмотр начался вдруг, перед серединой экзамена. И всех 4 не подходит. Зубы кариес сказали. Все, не принимают. И с военкомата Якутска был один провожающий прапорщик Якутска. И мы обратно поехали в поезд на следующий день. Все 4. Остался один здоровый наш, русский, и детдомовец. Заходим в поезд тронулся, едем обратно. Едем. Из Уссурийска, наверное, в центр идем где-то.
чтобы самолетом до Якутска. И через сутки вдруг дверь открывается в купе поезда, и заходит наш этот русский. Привет, ребята, говорит, что ты говоришь? Да еще в таких лакированных ботинках. Почему когда мы там давали экзамен, жили в одной комнате, и вместе с прапорщиком ходили в магазин. А магазины самообслуживания первые там появлялись. И там смотрим, такие ботинки красивые. А он смотрит там, а мы не обращали внимания, у нас денег нет, просто такие конфеты и так далее. И все ушли. А в поезде он заходит, ну, в ботинках. Откуда это ботинки? А я отложил оттуда там из магазина. Дома весь. А потом, почему ты не остался? Ты уже здоровый. Еще остался один экзамен. А вы же хотите уехать, и я с вами. И все. Поезд ушел. Возвращаться уже. Вот такая маленькая история. Поэтому у нас нет военных в нашей семье. Но служить в армии служили. Я служил в ракетных войсках. Первые ракетные войска баллистического действия. Это межконтинентальные ракеты. Такие впервые только в Союзе начались производство. И две части были такие. Первая ГДР, вторая здесь Хабаровск. То есть около Хабаровска. Да? А почему так получилось? Потому что ГДР и ФРГ начали стыковка. Да? Политическое положение стало тяжелое было. И в 1968 году, как вы помните, Даманский полуостров, стычка с китайцами. Китайцы они на Даманском острове перешли автоматом и расстреляли наших бойцов всех. И вот испугали. В то время такая политическое положение, как предвоенное, как будто война может начать. Поэтому вторую такую часть СССР перевели в секретную Чите, около Читы. Я там служил. И математика я отлично был, и был первый курс в математическом факультете, поэтому меня взяли на вычислитель. А Феликс был, когда электронных таких не было, вручную считывали. И ракету выпускали, и она летит. Менее 300 километров в день летит, то есть траектория такая. Дальше, это 1000 километров. И там они дали звание снайпер ракетного удара. И даже на боевом посту книгу выпустили, брошюру Забайкальского военного округа. И там тоже было написано про меня. Были такие моменты. Ну, наверное, это из-за звания отца. Особое внимание этих журналистов. Почему? Метко стреляет ракетой, значит, отец снайпер, и сын его снайпер ракету ударил. Они там придумали. Так. Им-то выгоднее. Как все я служил, нормально. Не ошибался насчет расчетов. И, конечно, благодарности были. Вопрос полный ответ. Это очень интересный вопрос. Такие. Так, у нас в семье 10 детей, и из них 7 сыновей. И все охотники на уток и на зайцев. И все рыбаки. Караси, и у нас и река Алтан богатый рыбами разными. И с детства все охотились. И до сих пор все. Спасибо. Тогда мы заканчиваем наше разговор, да? Хотелось бы очень, конечно, вам поблагодарить. Спасибо, кто приехал. Спасибо большое всем. Конечно, хотелось бы поблагодарить Эй. Романа Федоровича. Он уже мне подарил. Мандарин, да? Мандарин нет. Ну, Последняя серия. да. Вот Спасибо. мы хотели бы подарить. Ага.
электричества. Спасибо вам большое. Вот, спасибо вам большое за встречу. Это Очень интересно. Банкина, да? Да, познавательно. Мгм. Книга Ивана Богоева. Дарю Отец Антон. северное сияние. Нет, не надо вторую. Все, спасибо. Твою. Теперь я хочу подарить книгу еще Надежде Афанасьевне. Мгм. По ревению Чингисхана Николаевны Грушиной. За такой интересный рассказ. И еще я хочу подарить книгу нашему самому активному участнику, который приходит всегда к нам на мероприятие. И всегда, даже у нас в музее уже радуется, что Валентина Ивановна приходит на мероприятие. Она всегда задает очень интересные вопросы, всегда интересуется всеми нашими литературными делами, так сказать, да, и Валентина Ивановна, поэтому она очень такую книгу. Валентина Афанасьевна, Попов Роман Семенович, Ну, Биргюль Лябитин. это я знаю, он наш друг и товарищ нашего отца, наш земляк, фронтовик тоже. Валентина Ивановна, врач, Еще? невролог. Он постоянно работал в этом мединституте.